Коллеги, добрый день. Пожалуйста, дайте знать, Recording in progress. хорошо ли нас видно, слышно. Видно, слышно. Спасибо. Тогда разрешите начать следующую нашу площадку, достаточно актуальную, потому что сейчас у нас идет, вы прекрасно знаете, прием заявок на первый конкурс 2022 года Фонда президентских грантов, нашего, как говорится, основного источника дохода некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия. Вы все прекрасно знаете о том, что 1 сентября 2015 года был дан старт приему заявок. До 15 октября 2021 года мы все с вами подаем заявки через личный кабинет на сайте Фонда президентских грантов. Разрешите вас ознакомить нас еще раз. Меня зовут Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра. И сегодня на нашей площадке работает наш методист Мария Захарова. Добрый день всем. Надеюсь, что вы пообедали, получили энергию, и мы сегодня с вами плодотворно поработаем. Так, презентацию сейчас я включу. Следующий слайд может крутиться. Ага, вот, идет прием заявок на первый конкурс 2022 года. Подать заявку можно до 15 октября. Сегодня у нас на дворе 23 октября, то есть 3 недели у нас в запасе есть. И вот основные этапы конкурса первого 2022 года. Старт приема, еще раз повторю, был объявлен 1 сентября. Окончательный прием заявок завершится 15 октября. Подведение итогов состоится в январе, то есть после новогодних праздников мы все с вами волнительно будем ожидать результаты. И у нас 1 февраля проекты могут уже стартовать. Но скажу, что проекты могут стартовать и в марте, и в апреле, и летом. Все зависит от тематики выбранной целевой группы, проблематики, которую вы решаете. Вот, потому что и мы рекомендуем, и эксперты Фонда президентских грантов всегда рекомендуют подать заявку не позднее 10 октября, то есть до завершения основного периода подачи заявок. Почему? Потому что бывают всякие случаи. Может быть, случится технический сбой, может быть такое, что вы прикрепили не тот устав, либо устав не читается, может быть, что-то вы там забыли прикрепить, допустим. Тогда по формальным признакам эксперты могут выйти на вас и сказать о том, что вы подали заявку до 10 октября, у вас есть время исправить кое-какие формальные именно признаки, там информацию об адресе организации, там контактная информация, допустим, да, то есть какие-то вот такие ошибки небольшие именно по формальным признакам вы имеете право исправить, если вы подадите заявку до 10 октября. Поэтому это всегда, как говорится, рекомендуется. С этого года Фонд президентских грантов уже четко определил постоянные периоды приема заявок. Если раньше мы помните, да, бывало такое и в 2019 году, и в 2020 году, когда мы не знали о том, что когда же объявит Фонд президентских грантов очередной этап. Теперь это зафиксированные периоды. Можете себе зафиксировать, можете сфотографировать, заскринить. То есть в следующий раз, получается, следующий второй конкурс 2022 года у нас будет уже с 1 февраля, и можно некоторые проекты готовить уже в феврале, а можно сейчас не подавать, либо уже ровно через год, 1 сентября, также будет объявлен конкурс Фонда президентских грантов. Я думаю, что вы с нами согласитесь, потому что это будет удобно, даже, как говорится, запланировать свои отпуска, проекты, да, поэтому это здорово, что мы пришли к этому. Вот, по направлениям конкурса. У нас произошли существенные изменения по направлениям конкурса. Вы все прекрасно знаете о том, что 17 мая этого года президент нашей страны Владимир Путин объявил о создании нового президентского фонда культурных инициатив на развитие культуры, искусства и креативной индустрии. В связи с этим те направления, помните, да, были направления поддержка талантливой молодежи и проекта поддержка в сфере культуры и искусства, они плавно, уже целенаправленные, эти направления переданы
уже президентскому фонду культурных инициатив. И те, кто с нами был в диалоге летом, вы все прекрасно знаете о том, что мы все специалистам администрации УЛУСов говорили о том, что передайте информацию вашим некоммерческим организациям, которые осуществляют свою деятельность в сфере культуры, искусства и креативной индустрии, о том, что в фонде президентских грантов теперь отныне не будет этих направлений. И, соответственно, 2 направления мы убрали, и у нас вместо 13 направлений основных теперь в фонде президентских грантов поддерживают проекты по основным 11 направлениям. Давайте мы начнем с того, что фонд президентских грантов поддерживает проекты социально ориентированных некоммерческих организаций. Это конкурс социальных проектов. И я могу утвердить о том, что почему все-таки эти направления в сфере культуры были переданы фонду культурных инициатив. Потому что действительно в фонде президентских грантов у культурных проектов появлялись очень много вопросов, да, по именно доказательности целевых групп, социальной значимости, потому что культурные проекты, они больше отвечают за общественную значимость. Язык, культура, традиции – это немного другое. Поэтому вот сейчас как раз-таки мы с вами участвуем в конкурсе социальных проектов. А что такое социальный проект? Это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получение заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Вот смотрите, грант нам дают для того, чтобы мы предварительно экспертам пишем о том, что есть такая проблема у конкретной целевой группы, которая проживает на определенной территории, и мы ее решаем с помощью этих мероприятий. И мы говорим прямым текстом экспертам в своей заявке о том, что поверьте нашей команде, поверьте нашему руководителю, прочитайте наш сайт, откройте наши социальные сети, прочитайте наши мероприятия, и вы поймете, что наш проект решит эту социальную проблему. То есть мы делаем гипотетические предположения о том, что с помощью нашего проекта будет реализовано много прекрасных мероприятий, но которые целенаправленно будут направлены на решение одной конкретной цели и задач, которые направлены на достижение этой цели. Поэтому грант – это безвозмездная поддержка, и если мы грамотно, красиво, правильно упакуем свою идею о достижении этой социальной проблемы, достижении задач, то гарантированно мы можем получить финансовые средства на реализацию этого проекта. И если мы хорошо отчитаемся, успешно реализуем проект, вот поверьте, мы не возвращаем эти деньги обратно в фонд президентских грантов. Это никакой не кредит, это средства целевые, которые направлены на реализацию социального проекта. Любой социальный проект имеет 4 рамки, то есть это ограничения, которые имеет проект, это основные критерии проекта, признаки проекта. В первую очередь это время, сроки реализации проекта. Откройте, пожалуйста, сайт фонда президентских грантов, откройте оттуда, скачайте, лучше его прочитать внимательно, скачайте положение о конкурсе 22 года первого, посмотрите, потому что есть временные ограничения, в рамках которого ваш проект может быть реализован. И эксперты очень хорошо знают, те, которые проверяют наши заявки, о том, что для достижения, например, для реабилитации инвалидов нужно какое-то достаточное время. И проект может быть маленький, и эксперт может посчитать о том, что как эта команда сможет реализовать и достичь качественные количественные результаты за столь короткое время. Либо вы можете очень качественно доказать эксперту, чтобы за 1,5 года вы сможете на селе провести какие-то мероприятия, чтобы не было бродячих собак, чтобы все было законно, стерилизовано, чтобы у собак был приют, чтобы была уже внедрена какая-то технология, да, безопасности жизни населения. Вот, поэтому время – это один из признаков социального проекта. Социальный проект всегда имеет срок реализации.
Команда проекта. Естественно, у нас есть даже дополнительные критерии оценки проекта. Это опыт команды, опыт компетентности команды. Поэтому в команду должны быть включены, естественно, люди, имеющие желательно специализированное образование, либо имеющие опыт достаточный для того, чтобы участвовать в реализации этих проектов. Поэтому чаще всего в психологических, таких социальных проектах включаются педагоги, психологи, социальные педагоги, социальные работники. Если это касается проекта по реабилитации детей с ограниченными возможностями, желательно, чтобы там были люди, которые занимаются именно реабилитацией этих детей, их сопровождением и имеют соответствующий опыт работы и еще образование. Это команда проекта. Вот. Есть у нас рамка, которая называется бюджет, потому что есть проекты, которые направлены до 500 тысяч рублей, до 1 миллиона рублей, до 3 миллионов рублей, и есть проекты, которые направлены свыше 3 миллионов рублей. И, естественно, на эти проекты разные ограничения и разная бальная оценка. Вот. И следующее ограничение – это территория. То есть, смотрите, и здесь, как пазл, у вас должно сойтись устав вашей деятельности и территория, география вашего проекта. Почему? Потому что в уставной деятельности мы четко прописываем, на какой территории мы осуществляем свою деятельность. Поэтому, к сожалению, местная общественная организация, к примеру, село Майя Мегина Кангаласского улуса, не имеет права и не имеет возможности написать большой проект на всю Россию, либо на несколько регионов и даже на республику. Почему? Потому что география проекта по уставу этой местной общественной организации село Майя Мегина Кангаласского улуса всего лишь село Майя Мегина Кангаласского улуса. То есть они имеют право и возможности реализовать проекты только на территории одного села. Поэтому вот эти вот критерии, признаки должны сойтись в реализацию конкретной социальной проблемы, которая имеется на одной территории. Вот. И вот смотрите, первое, с чего мы начинаем, это выбор целевой группы. Смотрите, в проекте может быть одна целевая группа, может быть несколько целевых групп. Поэтому обратите на это внимание. И все зависит от проблемы. Если эта проблема касается всего населения поселка или всего населения города, естественно, там могут быть несколько целевых групп. Например, проекты, которые касаются защиты семьи и детства, они могут касаться и детей. Там, в той целевую группу проекта могут быть включены и дети, и их родители отдельно, могут быть включены волонтеры, могут быть включены педагоги, да, там, педагогические работники. Поэтому все зависит от той проблематики, которую вы выбираете. Вот. И поэтому это может быть совсем разные группы. Это люди с ограниченными возможностями, люди, которые занимаются животными, и сами животные могут выступать представителями целевой группы. Также могут быть люди старшего поколения, люди без определенного места жительства. Все зависит от проблематики и от того, насколько точно, категорично вы будете писать целевые группы, тем больше у вас шансов получить большие баллы именно в обосновании проблематики, потому что эксперт поймет, что человек четко понимает. То есть бывают такие у нас некоммерческие организации, которые пишут одну лишь категорию населения. Население села, там, допустим, Майя Мегина Кангаласского улуса, все. А есть такие дотошные некоммерческие организации, которые четко пишут, сколько детей дошкольного возраста, сколько это детей школьного возраста, молодежь до 35 лет, старшее поколение, старшее 50 плюс, там, допустим, да, там волонтеры, то есть полностью разграничивают. И эксперт видит о том, что на какой слой населения этот проект направлен, да, на кого он адресован. И это намного интереснее. И этим мы, наоборот, доказываем экспертам, что мы знаем, как реализовать проект, мы знаем, как их разделять на разные мероприятия, что для волонтеров отдельно, для детей отдельно. И это мы тем самым доказываем экспертам свою же экспертность и профессионализм. Поэтому обратите внимание, чем детально, конкретно вы будете формулировать свои целевые группы, тем у вас вероятность будет большая.
Следующий критерий, давайте сейчас вот еще поговорим про мероприятия. Поэтому целевые группы должны быть отражены в результатах проекта. Мы все прекрасно знаем о том, что есть два у нас вида результата. Есть количественные результаты, есть качественный результат. И если вы еще в качественных результатах пропишите, какие качественные изменения будут у детей отдельно, какие качественные результаты будут еще у родителей. Например, у детей улучшаются там какие-то навыки, у родителей повышается уровень воспитательской компетентности, у волонтеров повышаются коммуникативные навыки в работе с населением. Да? То есть если вы все это пропишете, это будет только в вашу пользу. И тем самым вы наберете эти баллы. Но качественные результаты мы можем достигать только реализуя мероприятия. И если мы в мероприятиях четко прописываем, вот в этом мероприятии примут участие родители, вот в этом мероприятии они примут вместе со своими детишками, а вот в этом мероприятии примут участие еще волонтеры. То есть если мы детально в каждом мероприятии покажем свои целевые группы, это тоже хорошо, потому что мероприятия направлены на конкретную целевую группу, которая проживает на конкретной определенной территории. Вот, все должно быть взаимосвязано. Следующая основная тематика, и сейчас мне поможет Мария, это у нас по территории. Да? У нас есть проекты, которые могут быть локальные, маленький поселок. И если даже это территориальное общественное самоуправление ТОС, это может быть даже какой-то микрорайон в одном поселке или в городе. Это республика. Это может быть даже всероссийский проект. Да, ведь, да. Мария? И вот смотрите, Мария, вот как доказать, в статистике мы все равно берем какое-то вот население. Да? Вот если, например, наши некоммерческие организации пишут население, допустим, проект, который направлен на ТОС, на улучшение качества жизни там, ТОС, либо там поселка, откуда вот нашим участникам конкурса найти эту статистику? Ну, изучение проблемы – это очень важная часть при написании проекта, потому что вы будете доказывать экспертам, насколько эта проблема существует в вашей выбранной территории. Да, и поэтому на это, я считаю, надо обратить очень большое внимание. Во-первых, информацию по статистике, да, можно попросить в отделах статистики, в администрации она имеется, или же конкретно, если по целевым группам, то обязательно в муниципальных органах власти можно попросить, если это комиссия по делам несовершеннолетних, да, социально-реабилитационный центр, управление социальной защиты. И это все должно быть подтверждено официальным письмом. И думаю, что надо будет сделать какой-то анализ по итогам собранной статистики, да, желательно это все делать в сравнении с предыдущими годами, ну, за последние 3 года, да, вот проблема существует, идет рост числа преступности несовершеннолетних, да, или вот идет рост числа заболеваний каких-то, ну вот, исходя из вашей выбранной проблемы. Потом можно сделать опрос целевых категорий. Сегодня, я считаю, это не проблема, особенно в районах, где имеется интернет. Можно сделать Google анкетирование онлайн, распространить все по социальным сетям и в очень короткие сроки собрать данные, ответы на вопросы и быстро это все проанализировать, посадить на бумагу, сделать анализ конкретный о мнении целевых групп и прикрепить в проект обязательно. Угу. То есть целевая группа должна иметь определенную проблему, да? Да. Это может быть безработица, это может быть социализация выпускников детских домов, это могут быть бродячие собаки, отсутствие там приюта временно, да? Это могут быть и там многодетные семьи, которые не могут организовать досуг для своих детей, это могут быть малообеспеченные люди. То есть мы должны обязательно отразить проблему целевой группы. И как Мария сказала, мы должны подтвердить о том, что проблема
проблема существует. И вот смотрите, с прошлого года, те, кто участвует в фонде президентских грантов не первый раз, вы прекрасно меня поймете о том, что в личном кабинете есть несколько разделов вашей заявки, да, и там как раз-таки в разделе о проекте у нас появился дополнительный пункт 8.1. Запишите, 8.1 это подтверждение актуальности наличия проблематики. И в этом пункте, как сказала Мария, вы можете прикрепить дополнительные документы. Это может быть доклад уполномоченного по правам ребенка. Это может быть доклад министра труда и социального развития. Это может быть результаты вашего опроса, диаграмма. Это могут быть ваши постановления. Это может быть послание главы республики. Это может быть указ об развитии арктической территории, к примеру, если это арктические районы. Да? То есть вы должны доказать экспертам, что проблема существует. И смотрите, к разделу 8.1 у нас еще вы можете прикрепить письма от ваших партнеров, от некоммерческих других организаций, от учреждений социального обслуживания о том, что проблема существует. Да, ведь, Мария? Что вы можете еще добавить? Ну, больше нет. Больше нет, да? Вот, то есть, смотрите, у вас есть партнеры, да, администрация может быть партнером, если это местная общественная организация, районная администрация может быть, если это районная организация, министерства могут быть, если вы пишете республиканский проект. Они могут написать вам о том, что они партнеры, первое письмо, а второе письмо они могут дать о том, что эта проблема существует. Эта проблема актуальна. И получается, вы берете от своих партнеров, как раньше, не одно письмо, а можете взять 2 письма о партнерстве, о поддержке вашего проекта, а второе письмо может быть о подтверждении актуальности и наличия проблематики. И тогда в пункте 8.1 подтверждения актуальности вы также можете прикрепить вот этот вот документ о том, что проблема существует. И вот смотрите, вам может дать даже министр труда и социального развития о том, что в Намском улусе или Мегино-Кангаласском улусе действительно очень много людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Либо эту справку, либо это письмо о том, что существует такая проблематика, может дать и Управление социальной защиты населения, да, которое находится у вас в районе. То есть смотрите, насколько вы должны подумать очень хорошо со своей командой, как же мы докажем нашим экспертам фонда президентских грантов о том, что проблема существует, ограничений нет, абсолютно можно все прикрепить. Также, Мария, я знаю, что можно прикрепить еще видеообращение целевых групп. Как это сделать? Ну, как это сделать? Записать. Да, записать. Обратиться к целевым группам. Например, если это родители детей с инвалидностью, можно пригласить их, попросить, записать на телефон, прикрепить все в заявку. Да. И вот смотрите, очень внимательно изучите саму заявку, потому что иногда эти пункты наши некоммерческие организации пропускают. Вот мы когда ровно год назад стали победителем фонда президентских грантов с проектом от фонда «Семья для ребенка. Компас будущего», проект именно про поддержку выпускников детских домов. Что мы делали, когда мы подавали заявку? Мы увидели, что есть такая вот пункт в разделе о проекте фонда президентских грантов, видео о проекте. Как мы ее использовали? Мы попросили нашу выпускницу, самую активную, которая сделала видеообращение. И отправляли разные выпускники детских домов разных годов, отправляли свои обращения о том, что они нуждаются в поддержке в период пандемии. И все это она полностью объединила в один видеообращение, и это видеообращение мы прикрепили ссылку к заявке. То есть эксперты увидели воочию прямое обращение выпускников детских домов о том, что они нуждаются в поддержке в период пандемии. И это стало подтверждением актуальности. То есть старшее поколение, как Мария сказала, родители, которые имеют детей с особенностями развития, приемные родители, опекунские семьи, люди без определенного места жительства, ваша целевая группа могут сделать видеообращение, и вы можете ее прикрепить к заявке. То есть, видите, очень много на самом деле возможностей доказать
о том, что проблема существует. Цель, и вот теперь вопрос, да, мы всегда этим задаемся, мы всегда это задаем, мы сейчас ничего не будем спрашивать в чате, потому что я думаю, что вы согласны, и я думаю, что вы знаете о том, что в проекте имеется одна цель. Не должно быть 3 целей, не должно быть 5 целей, тем более, и не 2. Проект должен быть один, и направлен он должен быть на решение проблем всех выбранных представителей целевых групп. И желательно цели укажите. Например, социализация, социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот Республики Саха-Якутия в возрасте от 18 до 23 лет, например. То есть цели желательно, чтобы звучали все целевые группы. Цели очень важно, если звучит возраст. Цели очень важно, если там полностью фигурирует территория реализации проекта. То есть вы точно одним выстрелом, вот прямо как в картинке, да, прямо в цель, уже четким образом эксперту показываете, что куда и зачем направлен ваш проект. И правильно сформулированная цель, потому что сразу эксперты проверяют цель, на что направлен проект, допустим, да, и вы должны четко прописать. Если вы там прописали 3 цели, дорогие наши, то уже все. Сразу же эксперт поймет о том, что вы люди, которые очень мало знаете в проектировании, и значит проект корявый, если цель, как говорится, уже неправильно сформулирована. Проект должен быть обязательно измерим, достижим и конкретен. То есть не должно быть таких космических проектов, что все для добра, мира, там, да, спасения всего человечества. Нет. Должен быть конкретный, о том, что проводите профилактику, о том, что вы проводите реабилитацию, внедряете какую-то технологию, да, делаете какую-то чистку, там, допустим. То есть конкретно должен быть измерим и примерно достижим на 99% к завершению проекта, да, и должен быть конкретный. Но смотрите, если вы берете проект по социализации, социальной адаптации, там, допустим, людей безработных или молодежи, полугодовой проект сюда не пойдет, потому что ваши проекты все равно будут проверять эксперты, люди, которые имеют компетенции, знания, умения в этой области. Поэтому желательно сделайте проекты на максимум, потому что вот даже сама пандемия нам показала о том, что бывают разные форс-мажорные случаи, и не всегда наши мероприятия могут идти в срок. Да? Поэтому мы, вот, например, у нас был проект «Ресурсный центр Арктика», тоже поддержанный фондом президентства гранта, но когда началась пандемия, мы не вылетели ни в один арктический улус в период пандемии. Почему? Потому что были ограничения. Вот, поэтому вот это обратите внимание. И желательно сделайте максимум периода, потому что качественные изменения у целевых групп, оно не сразу появляется. И желательно их растянуть на максимальный срок. Теперь проект у нас направлен на достижение цели. Мы это поняли. Мы поняли о том, что и вот как теперь нам достигать эту цель. Для достижения цели нам нужны задачи, конкретные и решаемые задачи. Угу. Вот смотрите, на слайде четко написано не более 5 задач. Но смотрите, 5 задач рекомендуются на те проекты, у которых есть несколько целевых групп. Могут быть задачи конкретно под целевую группу. Вот, поэтому повышение там, компетенций у волонтеров там, да, в сфере чего-то, благотворительности, либо добровольчества. Либо это могут быть повышение воспитательской компетентности у родителей, может быть, развитие навыков коммуникации у детей с ограниченными возможностями. То есть цели можно сделать по целевым группам, если там несколько целевых групп в проекте. Но если у вас компактный какой-то годовой проект, лучше ограничиться 3 задачами в проекте. Или вы только начинаете свое начинание в проекте, то лучше начните компактных локальных проектов с одной целевой группой, может быть, с 3 целевыми группами. Не надо сразу охватывать и спасать все человечество. Вот. Чем отличается цель от задачи? Ну, задача – это составляющая цели, да, и которая решает конкретную проблему. Угу.
Да, вот смотрите, мы сказали, к примеру, возьмем у нас вот ту же самую цель, о которой мы сказали, социализация и социальная адаптация выпускников детских домов Республики Саха-Якутия. В проблематике вы можете указать о том, что в республике имеется 8 детских домов, в них сколько там проживает, ежегодно сколько выпускников выпускается и с какими проблемами они встречаются. Вы можете взять справку, к примеру, с Комитета занятости населения, Центра занятости города Якутска, потому что основной состав выпускников у нас находится все-таки в городе Якутске, все хотят получить квартиру в Якутске, либо получить работу, то есть трудоустроиться в Якутске, например. Управление социальной защиты могут вам дать статистику, да, то есть вы должны, и как раз-таки, как вы будете социализировать выпускников детских домов, вы можете им раздавать продуктовые наборы, вы можете поддерживать молодых мамочек из числа выпускников детских домов, это могут быть другие тренинги коммуникативные, вы можете проводить разные тренинги по коммуникациям, по уверенности в себе, то есть это уже конкретно появляется у вас мероприятие и задачи. То есть задача, она как раз-таки, это почти что, как говорится, разбивка цели на несколько направлений, да? То есть одна цель, но вы каким-то образом должны достичь цели. Что вы для этого делаете? Формируете базу данных, там, допустим, да, повышаете какие-то компетенции, там, допустим, это могут быть ваши задачи. Поэтому нужно очень четко изначально в проектировании определиться, что вам интересно, не придумывать то, что где вы малокомпетентны. Вы выберите именно ту целевую группу, с которой вы имеете партнерство. Выберите партнеров именно из числа с теми учреждениями и некоммерческими организациями, с которыми вы хорошо общаетесь, потому что проектирование новичков желательно не брать, потому что как раз-таки вам будет очень сложно налаживать отношения с незнакомыми людьми. Поэтому желательно в партнерство возьмите именно постоянно ваших партнерские организации, да? Вот. И именно те целевые группы, которым вы действительно знаете, как им помочь. Вот. И как раз-таки вот в проектировании, почему вот нам дается заявка, да? Заявка, вообще мы доказываем в проекте о том, что существует такая проблема, первое, второе, третье, на сегодня такая статистика, такие проблемы, подтверждаем о том, что проблемы существуют. И когда мы пишем о том, что наш проект направлен на решение вот этой проблемы, вот этих причин, откуда там не могут решиться, да, кое-какие причины и проблемы, мы все это прописываем, и читая вашу заявку, эксперт должен сразу понимать о том, что ага, такая проблема, вот такие источники проблемы, и они ставят перед собой такую хорошую цель, такие правильно сформулированные задачи, они четко решают проблемы целевых групп, и дальше эксперт говорит о том, что я этот проект дочитаю до конца, мне интересно, каким образом они решают эту проблему. Вот, поэтому чем четко, ясно, конкретно мы пишем, тем больше у нас вероятности набрать максимальные баллы, заработать, как говорится, тот пороговый балл для того, чтобы получить грант. Вот, это очень важно, и поэтому всегда мы говорим о том, что можно, конечно, надо и нужно относиться к проектированию, составлению заявки творчески, но всегда думать еще о спортивном принципе, о том, что действительно перед нами карты раскрыты, по каким критериям нас оценивать тоже известно. Это все имеется, и чек-лист имеется на сайте фонда президентских грантов, и видеокурсы есть, и мы рассказываем, то есть все известно, надо лишь просто поработать по правилам. Это называется правила игры проектирования. Никак, а вот так вот. Вот, и вот как раз-таки перед вами такая вот схема, да, одна цель, у цели может быть там несколько задач, образно говоря, там 2 задачи, 3 задачи, не более 5 задач, и вот тут вы как раз-таки видим о том, что как раз-таки мы должны реализовать мероприятие в соответствии поставленными задачами. Никаких не должно быть левых мероприятий. Поэтому, вот видите, карты все раскрыты, все ясно. И в фонде президентских грантов это замечательный фонд, который как раз-таки в разделе «Календарный план» дает нам уже шпаргалку и возможность создать мероприятие, показать мероприятие в соответствии с поставленной задачей. Потому что, когда вы заходите в календарный план, в первую очередь вы выбираете что? Задачу.
вы выбираете задачу и и смотрите выбранную задачу, и именно под нее, для достижения этой задачи, вы тут же формулируете название мероприятия, ее содержание, кто примет участие, что там будет, и в результате этого мероприятия какие будут достигнуты результаты. Все очень просто. Эта технология называется технология социального проектирования. Вот. И вот тоже, да, шпаргалка для всех наших участников о том, что может быть одна задача. Давайте, Мария, вы расскажете, что же это технология, да? Составление календарного плана. Ну, составление календарного плана тоже выбираем задачу. Например, задача 1, например, если это у нас в категории работа по профилактике алкоголизма среди молодежной среды, у нас стоит задача, мы выявили такие проблемы, как отсутствие досуга свободного, специальности, отсутствие образования, да, какие-то имеются психологические проблемы, да, и вот мы поставили задачу номер 1 и содействие в обучении молодежи получение какой-то специальности, возраста, да. И первым делом наше мероприятие должно быть состоять в вовлечении наших целевых групп в наш проект. Мы должны провести информационную кампанию или же направить в соцсетях какое-то объявление, чтобы наша целевая группа пришла к нам в наш проект. Это обязательно. И это начальный этап. Первые мероприятия, которые вы должны обязательно включить в свой проект. Очень правильную формулировку задач сказала Мария о том, что вовлечение молодежи к получению или получению содействие в получении образования, да, либо оказание психологической помощи, содействие в получении, поиске работы, помощь в поиске работы, трудоустройстве, допустим, да, то есть это уже задача, и вы под них делаете уже мероприятие. Если задача звучит такая, что помощь в поиске трудоустройстве молодежи, которая имеет наркозависимость, допустим, да, то мероприятие, конечно же, будет какие-то тренинги, семинары, может быть, вебинары сейчас в период пандемии, как получить профессию. Возможно, это будет какая-то акция, ярмарка вакансий, профессий, когда вы уже договоритесь с центром занятости района, села, допустим, или городским, допустим, да, для того, чтобы помочь этим молодым людям найти профессию, трудоустроиться, как писать резюме, как направлять, где искать о том, что есть такие какие-то вакансии, допустим, да. То есть, если это касается задачи оказания психологической, психотерапевтической и социальной помощи этим, то, естественно, вы будете писать мероприятия, что составление социальных карт, маршрутов, допустим, да, маршрутных листов для того, чтобы эти люди вышли из трудной жизненной ситуации. О том, что вы проводите в рамках этого мероприятия психологические, юридические мероприятия, восстанавливаете документы. То есть вот все зависит от поставленного содержания мероприятия, будет зависеть от содержания, вообще от формулировки задачи. Вот. Четко должны быть прописаны сроки реализации проекта, и на сроках обратите внимание о том, что вот то мероприятие, которое сказала Мария, что вовлечение молодежи к участию в проекте, например, да, то стартовым мероприятием может быть, допустим, какое-то мероприятие о том, что стартует такой проект, презентация о проекте, и вы пишете, каким образом вы находите вашу целевую группу, о том, что вы делаете в социальных сетях, через министерство, допустим, да, какие-то приглашения о том, что есть такой проект, делаете информационный ролик в НВК Саха, может быть, то есть находите некоммерческие организации, волонтеров, и каким-то образом у вас в мероприятии принимают ваша потенциальная целевая группа, они узнают о том, что есть такой проект, что можно что-то сделать в этом проекте, найти работу, найти поддержку, получить консультации, и вы все это прописываете именно в мероприятии. И читая мероприятие,
наши эксперты Фонда президентских грантов должны понять о том же, сколько человек примет участие в этом мероприятии, там 30 представителей молодежи, и что они получат в результате участия в этом мероприятии, какие навыки у них повысятся, что у них уровень уверенности в себе повысится. То есть все должно быть прописано. То есть, читая ваш календарный план, схематично эксперты должны понять, ага, вот это они делают. И если вы в каждом мероприятии будете указывать, какие целевые группы, количество, качественные изменения будете прописывать, то эксперт поймет, что человек, вот команда проекта понимает, как работать с этой проблематикой, знают, как ее реализовать, какие сроки проводить. То есть все это как пазл будет собираться. Но если это будет, как говорится, хаотично, не системно, не до конца, непонятно, сколько человек примет участие, непонятно, что в результате этого получат вообще какую-то пользу целевые группы. Если вы этого не прописываете, вы пролетаете. То есть эксперты будут ставить вам очень-очень низкий балл, потому что это деньги федеральные. И все равно фонд президентских грантов проходит очень углубленную проверку всех счетных палат, там, налоговых органов, разных инстанций, потому что деньги должны быть распределены по целевому назначению. Именно качественные, хорошие проекты должны быть поддержаны фондом президентских грантов. Вот о чем мы говорили, да? В содержании должно быть прописано, что за мероприятие, где это проводится, когда это проводится, и количественный и качественный результат. И вот смотрите, Мария, если проект пишет, например, республиканский проект, то есть вы согласны с тем, что очень важно в республиканском проекте указывать место проведения? Ну, в республиканском, конечно, это очень имеет большое значение, потому что республиканское мероприятие мы можем провести в любом улусе республики, да? Ну, что касается узких проектов, то все равно надо указывать, вот у вас там будет проводиться, например, на слеге каком-то мероприятии, но обязательно указать, где будет проводиться, в каком-то доме культуры, может быть, будет проводиться в здании администрации, может быть, будет проводиться в школе, да, это надо обязательно прописать. Также время проведения, во сколько начинается, сколько дней будет длиться. Объем часов, да, если это обучающее мероприятие. И количественное, сколько человек примет участие в вашем мероприятии. И, конечно же, что эти благополучатели получат для себя в результате проведенного мероприятия. Угу. Я приведу пример. У нас была одна организация, которая подалась от одного, не будем говорить, какой улус, подавались от одного улуса и написали районный проект, улусный проект, который должен быть, по идее, проводиться в нескольких, хотя бы в максимальном количестве в селах этого улуса. То есть в календарном плане они везде прописали, что мероприятие будет проходить в районном центре, а в некоторых мероприятиях они вообще ничего не указали. И у эксперта было очень много вопросов по содержанию этого проекта, о том, и прямо когда они сказали о том, что есть такие ошибки не только у нас, по всей России иногда бывает такое, что очень мало уделяют внимания именно по месту проведения. Районный проект, а все время центр района, либо 1-2 села написано, а назвали они про районный проект, и они не могут доказать, что это действительно уровень районный. И в республиканском проекте точно так же, да, поэтому в географии проекта либо укажите о том, что проект реализуется на территории района, но или вы проводите онлайн со всех уголков вашего района, города там, допустим, да, либо вы акцентируете на фокусно, локально, на несколько населенных пунктов. Об этом тоже нужно писать. И в количественном результате, наверное, надо будет указать, столько-то примет участие столько-то благополучателей, если это республика, из стольки-то улусов республики, если это улус, то из стольки-то наслегов улуса. Угу. То есть вот на это обратите внимание. Теперь, смотрите, есть такая технология проверки. Вы должны понимать о том, что как вы достигаете ваши результаты. Вот примерно вот так вот выглядит. Одна цель, имеется определенная проблема, цель, которая решает эту проблему, задачи, и каждая задача имеет по несколько мероприятий. Вот. И потом вот посмотрите,
Обратно, читаете ваши мероприятия, читаете ваши задачи, читаете вашу цель, и после цели читаете проблемы целевой группы. И думаете, решает ли эти мероприятия вот проблему вот целевой группы. Если чего-то не хватает, потому что есть такое понятие, как принцип достаточности и необходимости. Иногда бывает, что проблема глобальная, мероприятий очень мало, либо они такие скучные и, как говорится, совсем мало там вы прописываете, и тогда эксперт понимает, что тут недостаточно мероприятий. Либо бывает такое, что слишком много бывает, да, всего, а проблема может быть какая-то узкая, либо локальная, либо не такая масштабная, как считает сам проектировщик, да, поэтому очень важно понимать, чтобы должно быть все достаточно и необходимо. Вот. А вообще, если говорить про результаты, мы еще раз повторяем, что обязательно в социальном проекте есть количественные результаты и качественные результаты. У каждой указаны целевой группы. Если в проекте одна целевая группа, то это, конечно, проще. Сколько там выпускников детских домов в возрасте от 18 до 23 лет. Там 250 выпускников примут участие в проекте. Окей. Но в качественном результате вы прописываете только качественные изменения этой целевой группы. Это, конечно, проще, но социальный проект всегда интересен тем, что бывает несколько целевых групп. Вот. Если у вас несколько целевых групп, естественно, вы должны прописать все количественные результаты всех целевых групп, которые вы указали в проекте. Волонтеры, выпускники, педагоги, мамочки, там, старшее поколение, люди без определенного места жительства. И чем четко вы будете прописывать, тем будет интереснее экспертам читать. Смотрите, есть люди, которые дополнительно целевым группам пишут другие количественные результаты. Сколько публикаций будет в соцсетях, включая средства на сайте, включая социальные сети, сколько будет растиражировано публикаций, там, допустим, пособий, например, да, какую-то книжку издаете, сколько будет там технологий внедрено, допустим, на какой-то территории, да, то есть люди включают творчество и делают максимум усилий для того, чтобы доказать экспертам, вот какой социальный большой эффект от нашего проекта. Не только целевые группы, а еще и технологии, еще и публикации, еще и выезды. То есть все они показывают, весь количественный эффект. И то же самое и качественным результатом. Не только качественные результаты у целевых групп, но и другие дополнительные качественные результаты. Вот. Поэтому, как говорится, ограничений особых нет, есть рекомендации, поэтому все нужно делать творчески, с не совсем максимальной фантазией, да, но творчески можно подойти и действительно доказать экспертам про необходимость вашего проекта. Теперь, иногда мы все сталкиваемся тоже, как говорится, мы не можем быть и не финансистами, и не математиками хорошими, да, но вот это действительно головоломка, сколько же человек примет участие. Сделайте именно то адекватное количество, которое вы реально можете достичь. Потому что иногда бывает такое, что ты пишешь проект и даже выигрываешь грант, а по факту ты видишь, что ого-го, какое огромное количество. И мы всегда спрашиваем друг у друга, кто это писал, кто придумал, что 2000 там будет некоммерческих организаций, да? Да, то есть бывает и такое, поэтому очень правильно надо на берегу. Вот почему с командой хорошо работать, да? Вот с командой хорошо обсудить, реально ли можем достичь те или иные качественные результаты. Поэтому очень хорошая схема перед вами предложена, как просуммировать ваши количественные результаты. Вы суммируете участников мероприятий. Естественно, 30 выпускников целевых групп могут принять участие в одном мероприятии, из них 15 может повторно принять участие в другом мероприятии, поэтому реально нужно понять удельный вес. Это называется, да, то есть понять о том, что реально там в каком-то мероприятии будет 100 участников, потом это 100 человек будут принимать участие повторно, по несколько человек в разных мероприятиях, но реально это будет лишь 100 человек, поэтому реально вы должны написать 100 человек, это реальное количество по головам, потому что потом, когда вы будете писать отчет, от вас ваш куратор, вообще фонд президентских грантов будет требовать именно список участников проекта пофамильно.
Это обязательно с контактными данными, с электронными почтами, с личной подписью иногда требуют, да, поэтому очень важно. Не надо все, как говорится, прямо взять и просуммировать, что там 20, 20, 20, 30, 150 человек. Нет, все должно быть реальное, достижимое количество, измеримое, вот. И это будет одним из ваших результатов проекта, количественных, да. Вот, очень хотим обратить внимание, мы знаем, что эксперты фонда президентских грантов используют эту диаграмму Ганта, потому что они нам сами в обучающих мероприятиях об этом рассказывают. Есть такое понятие, как диаграмма Ганта, то есть весь период реализации проекта, он должен быть наполнен, то есть в календарном плане. Обратите внимание, в календарном плане все ли месяцы всего периода срока реализации проекта охвачены, потому что это все взаимосвязано с оплатой труда, вашими зарплатами, штатных работников, привлеченных специалистов, услуга там какая-то для каких-то узких специалистов. Вот смотрите, эти месяцы должны быть охвачены. Если будет пустота в календарном плане, в этом месяце они скажут о том, что это нелогично составлено, нет логики в бюджете и в проектном, потому что в этом месяце эксперт скажет, что вообще там ничего не стоит в календарном плане. Они взяли и поставили зарплату руководителю, координатору, методисту проекта. То есть все должно быть как пазл собрано. Поэтому обратите вот на это внимание. Все месяцы вашего проекта должны быть заполнены. И даже я знаю такие некоммерческие организации, которые четко прописывают о том, что вот это мероприятие будет проведено таким-то, таким-то специалистом, привлеченным в проекте. И он работает 1 месяц в каком-то месяце, и в этом месяце они поставили ему услугу. Вот. То есть все должно быть очень, как говорится, четко, ясно. Вот. Кроме того, сегодня мы хотим остановиться о том, что над чем надо подумать перед подачей заявки. Потому что даже получившие максимальные баллы в оценке проекта, заявки, не могут быть, как говорится, поддержаны, если у них есть непогашенные пени, задолженности, штрафов, субсидий, бюджетных инвестиций. Да? Почему? Потому что в фонде президентских грантов вы должны быть чисты. У вас не должно быть такого огромного количества долга перед, как говорится, налоговым органом, допустим, да, пени по оплате каких-то вот, поэтому обратите внимание, но мы всегда делаем так, экспертиза все равно сразу 16 октября не начинается, сначала они распределяются по экспертам, потом они начнут, каждый по своей, допустим, начнет по индивидуальному графику оценивать, поэтому сначала нужно сейчас заняться нам всем самым проектом и прямо после подачи заняться как раз-таки обращением в налоговые органы, если у нас какие-то долги перед страной. То есть вот это уже, как говорится, вам как говорится, предложение, да? Вот, про бюджет проекта. Естественно, бюджет проекта вы должны в рамках проекта приобрести именно то, что вам нужно для реализации ваших мероприятий. Никаких левых расходов, никаких других расходов, если это прямо не прописано в вашем проекте. Потому что иногда бывает, что приобретая какую-то технику, а в обосновании они пишут совсем другой. И эксперт не понимает, в каком мероприятии, для чего они хотят что-то издать, либо что-то приобрести. Если нет вот такого прямой, как говорится, связанности, логики, да, логической связанности, то они сразу ставят вам огромный минус, потому что промах в бюджете, это, как говорится, очень многое значит. А если вы четко прописываете о том, что вот эту вот технику вы приобретаете для проведения вот этого мероприятия, с помощью принтера вы распечатаете какие-то брошюры, анкеты, тесты, планы индивидуального сопровождения, либо книжка, какая-то карточка, допустим, да, то вы абсолютно правильно докажете о том, что и эксперт сразу поймет, что для них не хватает вот чего-то. То есть это будет правильно. Вот. Есть такое понятие, есть средства гранта, есть софинансирование. И очень чаще всего некоммерческие организации говорят о том, что у нас нет софинансирования, у нас нет никаких денег у нашей некоммерческой организации. Как мы покажем, что 0? Если вы поставите в столбике софинансирования 0, эксперты вам скажут до свидания. Но у вас есть софинансирование,
То есть то, что вы имеете у себя, это может быть даже что? Микроволновка, это может быть кабинет, который вам выделила абсолютно бесплатно администрация, это может быть транспорт чей-то, чья-то машина, допустим, да, это может быть какой-то интернет, модем какой-то, телефонная связь, да, то есть все это вы должны выразить в денежном формате. И даже волонтеров вы можете показать о том, что они работают несколько дней, и день вы подсчитываете 300 рублей, и вы показываете о том, что вы с ними заключаете договор о добровольчестве, и сколько-то добровольцев примут участие, и это будет за счет вашего софинансирования, то все это можно показать, что вы софинансируете проект в таком-то денежном варианте. Но никаких отчетностей от вас не будет. Но то, что ваши ресурсы, ваши кабинеты, допустим, в Татинском Улусе какой-то кабинет выделили одной некоммерческой организации, абсолютно бесплатно, вы ничего не платите. Но фонду президентских грантов вы можете показать о том же расходы на содержание вот этого маленького помещения. Электроэнергию примерно посчитайте, посчитайте эксплуатационные услуги, уборочные какие-то вещи, и посчитайте и укажите о том, что от вашей некоммерческой организации вот такое вот софинансирование, потому что вы имеете уже кабинет, либо можно показать вот это помещение как аренду. То есть абсолютно все зависит от того. То есть то, что ваши ресурсы, собственный вклад можно показать в денежном эквиваленте. Поэтому можно подойти очень грамотно и творчески и доказать экспертам, что у вас есть софинансирование. Вот, следующее, вот основные принципы вообще составления бюджета, о чем мы сказали, это обоснованность планируемых расходов. Все в рамках четких, в рамках именно календарного плана. Смотрите календарный план, смотрите по мероприятиям. В каждом мероприятии вы смотрите, что вам не хватает для проведения того или иного мероприятия. Там, допустим, какая-то техника, стенд, сейчас делают и баннеры, и покупают там принтер, ноутбук можно купить, да, то есть все это вы пишете. Реалистичность. Мария, расскажите, пожалуйста, про реалистичность. Как доказать, что именно такая рыночная цена? Ну, реалистичность можно доказать тем, что можно посмотреть в интернете стоимость товаров, которые вы хотите приобрести в интернет-магазинах, и прикрепить ссылку обязательно в комментарии в разделе «Бюджет проекта». Да. То есть вы смотри, докажете, да, что цена вот на сегодняшний день, стоимость товара вот такова. да. Вот смотрите, вы запланировали какую-то поездку, повышение квалификации. Но смотрите, командировочные расходы, они предусматриваются для штатных работников. Поэтому запланировали командировку в Москву. Очень часто эксперты должны не верить стоимости наших дорогих авиаперелетов. Но это можно доказать, вот как сказала Мария. Заходите на сайт Главного агентства воздушных сообщений, делаете фильтр поисковой о том, что Якутск, Москва, Якутск 35 тысяч. И эту ссылку Якутск, Москва, там, Якутск, вы прикрепляете в комментарии вот именно конкретно вот эти авиаперелеты, да, допустим, там командировка в город Москва для прохождения там, курса повышения квалификации. В комментарии этого расхода вы прикрепляете вот эту ссылку с ГАВСа, Главного агентства воздушных сообщений. Тем самым вы доказываете эксперту рыночную стоимость авиабилета. Тоже можно сделать и с ноутбуком. Заходите на сайт МВидео, заходите на сайт DNS Shop, да, и прямо находите именно тот принтер, это тот ноутбук, который вы хотите прикрепить, и прямо эту ссылку вы прикрепляете в комментарии бюджета. То есть, если во всех пунктах будут расчеты, если во всех пунктах максимально вы поставите ссылку, то вы точно получите очень высокий балл в реалистичности бюджета, потому что у нас есть такой критерий оценки заявок. Вот. Желательно теперь про софинансирование. Всегда у нас спрашивают, а какой процент должен быть софинансирования? От 30% и выше считается высоким процентом софинансирования. Поэтому
И там как раз-таки стоит формула в личном кабинете, и она автоматически считает. Примерно можете, пока вы кнопку «Подать заявку» не сделаете, это ваш черновик. Никто его не смотрит, смотрите только вы через свой личный кабинет. Вот, поэтому примерно поставьте, посмотрите, какую сумму вы поставите, и там появится значок 30%. И до предела этой суммы вы постарайтесь сделать софинансирование. Изучайте, какие услуги вы можете делать софинансированием, сами привлекая людей, волонтеров. Да? То есть все это возможно, поэтому абсолютно спокойно вы можете тренировочно, абсолютно спокойно можете заявку все время менять, пока еще не подадите. Вот. Про проходные баллы. Это один из основных актуальных наших самых. Мария, расскажите, пожалуйста, про какие есть проходные баллы. Ну, если у вас проект до 500 тысяч, если вы организация молодая, неопытная, вы написали проект, первый свой проект на конкурс, да, и заявили 500 тысяч рублей, то проходной будет 60 баллов. Если вы уже опытная организация, уже имеете опыт написания проектов и реализации грантов, вы напишите проект от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, то проходной балл у вас будет выше, 65 баллов. А если вы уже очень опытная организация и пишете проект, заявляетесь от 3 миллионов до 10 миллионов, то проходной у вас уже более высокий, 68 баллов. Но это требования фонда, и чем выше сумма гранта запрашиваемая, тем, как сказать, экспертиза у вас будет, оценка, как это сказать? Высокая, да. Угу. Смотрите, требований больше да, будет к вашему проекту от экспертов. Если вы первый раз подаетесь на фонд президентских грантов, эксперты всегда рекомендуют начать с маленькой суммы, до 500 тысяч рублей, потому что как раз-таки вы до 500 тысяч рублей должны доказать экспертам, что вы имеете какой-то опыт. Не бывает даже, если даже вы подаетесь на маленькую сумму, вы должны показать организации, что вы компетентная, потому что есть несколько критериев, которые как раз таки опыт организации, опыт команды, какие проекты вы реализовали, почему вам должны доверить деньги федеральные, да, поэтому нужно, всегда доверяют деньги федеральные, фонд президентских грантов именно тем организациям, которые имеют опыт, хоть небольшой, но какой-то опыт. Поэтому есть очень важный раздел, которому мы уделяем очень большое внимание, тем более наш фонд, это организация-заявитель. И там очень многие некоммерческие организации в пункте реализованные проекты за последние 5 лет ставят галочку «отсутствует». И это пробел. Потому что, когда мы спрашиваем, почему вы поставили галочку о том, что у вас не отсутствует проект, они говорят, у нас же нет, мы же проводили только мероприятия. Нет, ваши мероприятия, как раз таки какие-то акции, прекрасные какие-то ярмарки, благотворительные концерты можно упаковать в мини-проекты. Вы должны доказать экспертам о том, что вы можете, умеете управлять проектами. И укажите сумму, которую вы израсходовали, 100 тысяч, 50 тысяч, что? Но вы должны показать экспертам о том, что вы умеете управлять деньгами, потому что гранты даются именно тем некоммерческим организациям, которые умеют управлять проектами и умеют еще управлять деньгами, хоть небольшими. Поэтому то, что вы проводили какой-то марафон, какую-то эстафету районную, какой-то там ТОСа, тем более какие-то субботники, какую-то благотворительную ярмарку, и на собственные средства собранные вы что-то делали, то это можно тоже показать. То есть это все зависит от того, насколько вы. И там как раз-таки, когда вы пишете свои проекты, основные достигнутые результаты есть. А там вы пишете только одно предложение, и это одна из типичных ошибок, что о том, что мы провели благотворительную ярмарку, точка.
Нет, вы должны написать, что мы провели в целях чего-то, благотворительную ярмарку, сколько человек приняли участие, что было на ярмарке, в результате ярмарки вы собрали сколько-то денег, эти деньги направлены куда-то, допустим. Да? То есть вы должны написать социальный эффект этого проекта. И тогда эксперты поймут, раз, они умеют управлять проектами, два, они умеют управлять деньгами, три, они умеют достигать поставленные перед ними цели, задачи и результаты. Вот в чем важно. Поэтому очень важно, как говорится, быть открытым и доступным. И как раз-таки в организации «Заявитель» вы доказываете опыт именно по информационной открытости. Вы прикрепляете в последнем пункте в организации «Заявитель» ссылки со средств средствах массовой информации. Поэтому очень важно сейчас заняться, найти добровольца, своего ребенка, подростка, племянника, студента, из своего числа найти, может быть, молодого специалиста, который уже сейчас начнет в телефоне скачать приложение Facebook, Instagram и сделает социальные страницы вашей организации. Хотя бы начать с этого. Тем более, сейчас у нас появились индивидуальные предприниматели, молодые ребята, самозанятые, которые всего лишь за 8 тысяч делают базовые простые сайты, на которых они сейчас уже могут наполнить фотогалереи, отчеты разместить, контакты разместить, потому что в период пандемии очень важно стало именно смотреть, каким образом некоммерческие организации открыты, доступны для своих благополучателей. В период пандемии, как этот человек, там, инвалид или там выпускник детского дома, либо человек в возрасте находит ту или иную благотворительную или некоммерческую организацию. Это стало очень принципиально важным в оценке проектов, поэтому обратите на это внимание. Поэтому сейчас время есть, и поэтому можно заняться как раз-таки над созданием сайта и как раз-таки созданием социальных страниц. Тем более Facebook и Instagram абсолютно не требуют денег. Нужно иметь только мобильный телефон и иметь доступ к интернету. Абсолютно просто. Вот. Поэтому пользуйтесь этими ресурсами. Я хочу еще по сайту немножко добавить, да? Обычно в организациях, где имеется сайт, когда открываешь сайт, то видишь, что информация давно не обновлялась. Там последние новости могут устаревшая информация 18-19 года. Вот такого тоже не должно быть. И обязательно должна быть информация о вашей организации, актуальная, обязательно информация о вашей организации, чем она занимается. И желательно иметь отчеты публичные. Да. Хотя бы простые. Сделайте это в презентации, несколько страниц, какие мероприятия проведены, за прошедший год сколько человек получили ваши услуги. Хоть кратко, четко фотографии поставьте, вы покажете о том, что у вас есть отчеты о деятельности. Вот. Это очень важно. Про формирование бюджета. Да? То есть, смотрите, бюджет проекта, он обязательно включает в себя, обязательно календарный план, то есть это комплекс мероприятий. Мы с вами говорили о том, что социальный проект – это комплекс мероприятий и действий, направленных на социальную проблему. Поэтому ваш бюджет четко должен отражать комплекс мероприятий, то есть вы приобретаете какие-то там инвентарь, канцелярские товары, какие-то услуги там вы залаживаете в бюджете, и все это четко должно быть как пазл, прямо соответствовать календарному плану. И еще, очень многие, это очень правильно, когда вы за счет гранта залаживаете деньги на оплату труда, потому что, конечно, добровольчество, волонтерство, добрые дела хорошо, но все равно, как говорится, нам вот нужно, как говорится, все равно какие-то деньги зарабатывать и получать вознаграждение за наши услуги. Поэтому в команде проекта как раз-таки вы можете, эти члены команды должны быть обязательно звучать в календарном плане. То есть в этом мероприятии примут участие, или эти мероприятия реализуются там методистом, психологом, там, спортивным тренером. То есть они должны быть прописаны и в бюджете прописаны. И как раз-таки, если они все это сходится, одно и то же упоминается и в бюджете, и в календарном плане, то вы можете заложить деньги в бюджете на оплату труда. И обратите внимание на страховые взносы, обратите внимание,
в каком качестве этот человек включается в вашу команду. Потому что сейчас очень много людей стали самозанятыми, индивидуальными предпринимателями, услугами. Если как физическое лицо, то обязательно нужно, чтобы вам помогли люди с бухгалтерской образованием, потому что нужно правильно посчитать страховые взносы, да, то есть это очень-очень важно. Вот. Поэтому вот все это в сумме у вас становится запрашиваемая сумма гранта. Если, к примеру, вы запрашиваете 1 миллион рублей, то желательно 300 тысяч вы должны показать экспертам фонда президентских грантов, что вы 300 тысяч за счет софинансирования. Тогда будет общая сумма проекта, это будет 1 300 000, из них запрашиваемая сумма гранта это 1 000 000 рублей, а 300 тысяч могут быть вашим софинансированием. То есть общая стоимость проекта, она будет намного выше. По критериям, вот как раз таки обратите внимание на критерии, их 10, они так и остались, поэтому вот обратите внимание вот на эти критерии. Актуальная социальная значимость, мы об этом сказали, мы сказали про логическую связанность проблематики с проектом, да, соответствие мероприятий проекта целям, задачам и ожидаемым результатам. И вы, надеюсь, поняли о том, что результаты бывают двух видов. Это качественные и количественные изменения. За инновационность, уникальность. Если вы внедряете какие-то совсем новую какую-то технологию, конечно, вы зарабатываете дополнительный балл. Соотношение планируемых расходов вот с мероприятиями, это мы сказали, это получается вот тоже отдельный критерий ставится. Реалистичность бюджета, то, что вы прикрепляете ссылки с контрагентов, то, что вы делаете расчеты правильно, это тоже ставится высокий балл, если все это будет грамотно. Масштаб реализации проекта. То есть, смотрите, бывает такое, что бывают узкие такие, да, целевые группы, там дети, там, имеющие редкие заболевания, либо маленькое село, допустим. То есть вы должны поставить масштаб реализации проекта желательно правильно. Вот то, что мы говорили, если это республиканский проект, желательно вы должны прописать именно, что желательно все вот мероприятия, которые проходят на территории республики, желательно охватить практически все, там, допустим, да, или онлайн там, формате. То есть все это нужно будет указать. Собственный вклад, мы об этом сказали. Смотрите, собственный вклад организации – это не только софинансирование. Собственный вклад организации – это как раз-таки раздел 4 организация-заявитель, и там есть как раз-таки пункт про собственные ресурсы. Помещение, там, литература, книжки, которые у вас имеются, столы, стулья, мебель, там, допустим, да, вы все это должны указать. Очень часто, очень многие ваши коллеги, некоммерческие организации ставят прочерки. У нас ничего нет. На самом деле у вас есть все. Вы работаете на каком-то ноутбуке все равно. Есть ноутбук, у вас есть мобильный телефон, то есть у вас есть услуги связи, там, допустим, да, у вас есть друзья, которым вам помогают, это могут быть волонтеры. Про организации без волонтера, они абсолютно на сегодня неизвестны, абсолютно неинтересны экспертам, поэтому они могут вам поставить за собственный вклад, даже если вы имеете там помещение техно, но если вы имеете 0, как говорится, волонтеров, они могут вам снизить балл. Поэтому очень важно иметь ресурс волонтеров. Но чаще всего мы не обращаем внимания на наших волонтеров, близких людей, которые как раз-таки нас поддерживают, нам помогают, какие-то там могут быть как грузчики выступить, и на машине кого-то там подвезти, да. Это вот главные друзья волонтера. Вот, поэтому близких тоже нужно посчитать и сказать о том, что у вас есть волонтеры. Опыт организации мы сказали. И желательно, если организации работают по разным нескольким направлениям, очень важно именно отразить опыт по конкретному узкому направлению, по которому вы подаетесь на конкурс. То есть если вы подаетесь на социализацию, социальную адаптацию, там, допустим, безработной молодежи, желательно отразить именно те проекты, по которым вы по работе с молодежью, например, да, или по работе с безработными. То есть вы должны иметь какую-то специфику реализации проектов. Вот. Соотношение опыта и компетенции команды проекта. То есть, вы видите, да, о чем мы говорили, это команда проекта. Я хотела бы сейчас задать Марии вопрос, как вообще внести команду проекта
в заявке? Ну, по требованиям фонда президентских грантов, команду проекта мы должны включить на сайте Созидатели. Это сообщество лидеров социальных проектов. Обязательно вся команда, которая входит в ваш проект, должна зарегистрироваться на этом сайте. Обязательно должна указать образование свое, опыт работы, какие достижения, участие в каких проектах принимал. Например, вы включили в команду психолога, да? Опыт работы у него психологом какой, сколько лет, курсы повышения квалификации какие прошел за последние 3 года желательно, опыт работы с какой категорией групп имеет, опыт работы реализации каких проектов, это все нужно четко прописать. От этого ваш балл тоже будет немаловажный критерий для оценки экспертов. Вот. То есть все ваши члены команды должны иметь личный кабинет на сайте Созидатели. Созидатели – это партнерский сайт фонда президентских грантов. Вот, это про прозрачность, про открытость. Поэтому, это очень хорошо и очень быстро заполняется как раз-таки, да, раздел команда проекта, да. Когда ты заходишь, пишешь должность, на какую должность ты отправляешь приглашение через Созидатели от именно конкретного человека, там фамилия, имя, отчество пишет, там человек выскальзывает фотографиями, уже вся информация имеется. Если этот человек принимает ваше приглашение в проект, в команду проекта, то вся информация, которая имеется в личном кабинете Созидатель, она автоматически загружается в команду проекта. Все. То есть одним лишь нескольким нажатием, как говорится, кнопок, да, можно заполнить этот раздел. Очень просто. Поэтому пользуйтесь, и в будущих проектах вам будет проще привлекать и других членов команды. Сейчас мы пройдемся по небольшим разделам бюджета, потому что я прекрасно знаю о том, что у нас есть большие вопросы именно как раз-таки по составлению бюджета. Если у вас есть потребность именно детального разбора бюджета, то, конечно же, мы можем инициировать проведение отдельного вебинара по бюджету, потому что у нас как раз-таки по бюджету очень хорошо отвечает, и это ее компетенция, это ее профиль, это Сардана Григорьева, наш методист, сейчас она полностью работает как наш финансовый директор, поэтому если есть такая потребность, напишите в чате, но четкие основные правила по составлению бюджета мы можем, конечно, рассказать, да, какие не допускаются за счет гранта расходы. Вы прямо пишите о том, что если это прямо не связано с реализацией проекта, если это недвижимое имущество, то есть это тоже запрещается. На капитальное строительство новых зданий, да, где какая-то коммуникация проходит, это тоже не разрешается. Алкогольная, табачная продукт тоже не допускается. Компании политические тоже не допускаются. Задолженность организации тоже за счет грантов запрещается. Штрафы, пени тоже они запрещены. То есть это основные, и вы, те, кто имеет опыт участия в фонде президентского, вы это прекрасно знаете, какие бывают ограничения. Также в грантах главы, в конкурсе гранта главы тоже у нас есть такие же аналогичные запреты. Поэтому я думаю, что сильно на нем останавливаться мы не можем. Также не рекомендуется использовать грант на осуществление следующих расходов. Это реграндинг, когда вы проводите какой-то конкурс и раздаете какие-то денежные премии. Это абсолютно запрещается. На приобретение путевок, санкурортные, детям, семьям, это тоже запрещается. Научным исследованиям фундаментальным, каким-то крупным, это тоже запрещается, потому что есть другие стипендиальные разные гранты именно на поддержку научных инициатив, поэтому это сюда не входит. Создание новых памятников, это особо не рекомендуется, но если вы докажете экспертам, что это малые архитектурные формы, это немножко другое, чем памятники монумента, это может быть, как говорится, зависит от обоснования, потому что мы все прекрасно знаем, что в селе Чечемахтатинского улуса на береги красавицы реки Амга у нас появились фигуры, по-моему, их 11, именно по произведениям Аксукуля Холяксе, потому что этот проект курировал наш эксперт,
методист, поэтому мы прекрасно знаем о том, что они очень долго работали и не с первого раза, но они доказали экспертам, что это не памятники, а малые архитектурные формы по произведениям великого писателя. Вот, поэтому, как говорится, есть тоже такие возможности, но там нужно обязательно на какие-то вот такие малые архитектурные формы нужно обязательно прикреплять технический паспорт, обоснование, сметную документацию, то есть обосновать все эти расходы. Поэтому, как говорится, работа, как говорится, не совсем маленькая, да. Вот. Но смотрите, расходы на издание рукописи. И вот мы постоянно повышаем свою квалификацию, компетенции, консультируемся с разными экспертами региональных конкурсов. И в последнее время в создании, вот как раз таки развитием цифровых технологий, очень многие эксперты нам говорят о том, что сейчас не совсем поддерживаются проекты, в рамках которых издаются печатные там книжки, какие-то толстые книжки, брошюры. Нет, сейчас можно все доказать, можно использовать и цифровые технологии, поэтому можно какие-то там брошюры, там какие-то настольные, тонкие, что-то для родителей, для семьи что-то сделать, да, действительно, тем более при сопровождении детей с особенностями, да, то или людей там слабовидящим действительно нужно что-то иметь под рукой, допустим, да, то есть вот такие вот вещи можно доказать, получить поддержку в виде гранта, но на создание каких-то толстых издательских пособий сейчас не особо поддерживается, потому что все мы прекрасно знаем о том, что мы не так часто прибегаем к чтению таких материалов, да. Вот, и тут есть про вообще специализированный автотранспорт, что относится к специализированному транспорту, это тоже нужно изучить, но мы все прекрасно знаем о том, что специализированный автотранспорт, он не всегда, как говорится, его можно доказать, что он специализирован, но есть определенные нормативные акты, законы, которые говорят о том, что они могут относиться к специализированному, потому что мы как раз-таки работали со спасательной организацией Нюрнбергского района, и те вот специализированные транспорты, которые им по закону подходят, не совсем они подходят к нашим дорогам, да, региональным дорогам во время пожаров, тушения, там, допустим, поэтому им до сих пор очень сложно доказать экспертам, что им не нужна специализированная машина, а нужна совсем другая, вот, совсем другой вид транспорта. Вот. Но это, к сожалению, не входит в правила фонда президентских грантов, и приходится им сейчас искать, конечно же, доноров. Вот. Поэтому специализированный транспорт, это чаще всего касается мобильных автомашин, которые вот по перевозке людей с ограниченными возможностями. Есть такие проекты, в рамках которых все это приобретается. Но помимо этого, вот вы сегодня до обеда нам рассказал опыт общественной организации Совет патриотов село Дерин, которые как раз-таки приобрели мини-трактор, мотоцикл, фрезак для того, чтобы реализовать сельскохозяйственные там мероприятия, да, вот в рамках проекта. Поэтому можно доказать о том, что какая-то какая-то техника, она действительно может быть приобретена в рамках проекта. Вот, и сейчас мы за счет средств мы можем, да, что мы можем, да, приобрести. Вы прекрасно видите о том, что тут есть и штатные работники, и привлеченные физические люди, и страховые взносы. И на страховые взносы обратите внимание, и можете к нам, конечно же, обратиться. Сейчас попрошу Леонида повторить наши контакты. На следующей неделе я надеюсь, что Сардана Григорьева к нам выйдет в очном формате. Она сейчас работает в онлайн формате, потому что как раз таки она сейчас делает наши финансовые отчеты, и ей спокойно, конечно, работать в онлайн формате. И мы ей не мешаем, и она нам не мешает, как говорится, нужна концентрация. Вот, поэтому как раз-таки вы можете задать ей вопросы по страховым взносам. Она очень хорошо консультирует и по отчетам финансовым, и по составлению бюджета при подаче заявок на конкурс. И все должно быть с одной статьи, это все она объясняет. Конечно, мы можем рассказать по-другому, но она может четко вам сказать. Про командировочные расходы мы сказали о том, что это рекомендуется для штатных работников, да, офисные
основные расходы, это интернет, коммуналка, вы все это можете заложить, и это действительно ощутимая такая поддержка и в нашей деятельности, потому что вот такие площади мы полностью, конечно же, за свои средства не смогли бы содержать, это все делается плюс за счет грантовых средств. Это очень здорово, когда дают, что фонд президентских грантов поддерживает еще такие вещи, да, аренда, приобретение. И вот смотрите, вместо того, чтобы купить какое-то огромное оборудование, допустим, да, которое потом будет стоять и пылиться, можно заложить деньги на аренду оборудования. То есть вы проводите какой-то там масштабный фестиваль, ну, к примеру, да, и вы приобретаете какие-то огромные аудиоколонки, свет, звук. Этого можно и не приобретать, потому что вы проводите только мероприятие, а вы можете заложить деньги на аренду, и это сейчас приветствуется. Вот, поэтому очень это важно. Про сайты, на создание сайта, кстати, очень могут дать деньги на не большую какую-то сумму, да, а там 100 тысяч, допустим, или там на сопровождение сайта, на хостинг, да, конечно, они могут дать деньги именно в рамках реализации проекта. То есть это очень важно. Вот, оплата услуг, расходы на проведение мероприятий, то есть ведущие, там, допустим, да, какие-то там шары, там, цветы, вот это вот. То есть все вы можете приобрести именно в рамках проведения мероприятий. Издательские, полиграфические. Очень, вы вот видите как раз-таки сзади нас наш баннер про проект развития, где есть там логотип, о том, что есть проект, и как раз-таки это видеозапись, фотографии. Вот с этим изображением можно заложить деньги на издательские продукции, изготовление баннера. Мы, когда выезжали в арктические районы, мы брали с собой флаг фонда президентских грантов с названием нашего проекта, фотографировали. Потом эти фотографии мы передаем в отчетные документы фонда президентских грантов, и фонд президентских грантов видит, и даже может публиковать на своем сайте и социальных сетях. И это очень здорово. И этим надо, как говорится, об этом тоже нужно рассказывать, да, и использовать в работе. Вот, и есть еще прочие прямые расходы. Вот, то есть смотрите, вы можете все, да, на расходы на проведение мероприятия также можно включить еще кофе-брейки, да, что вам нужно в рамках этого мероприятия, на кофе-брейк они могут дать. То есть вы должны просто предложить им, откуда вы взяли эти цифры. Вот сейчас очень много организаций, которые проводят такие столовая, может какая-то индивидуальная предприниматель, частная организация вам дать, допустим, да, свой прайс, либо ссылку на свой сайт, либо это может быть сайт, вот сейчас очень много кейтерингов делают, да, разные организации, то есть все это можно доказать. Вот. Ну, образно говоря, вот эта вот презентация у нас будет в рассылке, да, в рассылке вы внимательно потом прочитаете вот то, что Сардана Ивановна нам сама сделала прямо для вас. Да, на Ютубе у нас да, есть еще методические рекомендации, прямо она сидела дотошно, она специально для вас вот вчера, как говорится, обновляла все эти расходы, потому что положения, методические рекомендации тоже меняются. Мы вчера вот попросили Сардану Ивановну все это сделать по-новому, да, именно в соответствии с свежими данными. И вот она, исходя из своего опыта сопровождения, сделала вот такую презентацию отдельно по бюджету. И завершая нашу встречу с вами именно по проектированию, дальше у нас ожидается другая площадка. Мы сейчас вам хотим сказать, вот, сфотографируйте, либо этот, как говорится, картина, она будет в презентации. Вот смотрите, все должно быть взаимосвязано. Проблема, цель, четкий результат, задачи, мероприятия. В мероприятиях участвует ваша команда, она реализует. В мероприятии это четко соответствует, это бюджет, что такое софинансирование. Все это должно быть взаимосвязано, и это и есть социальное проектирование. Вот. И наша команда, наши контактные данные, если вы в чате и утром, и сейчас написали ваши контакты, телефоны, электронную почту, то мы с вами все сохраним, и всем участникам, помимо сертификата об участии на форуме, вы получите нашу презентацию о социальном проектировании. Вот. Коллеги, я думаю, что сейчас нам нужно как раз-таки, у нас есть до 16:15 время, мы предлагаем нам прерваться со всеми. Если у вас есть вопросы, вы пишите в чате, мы обязательно на них ответим.
Сейчас мы прерываемся буквально на минут 15, и в 16:15 у нас начинается замечательная площадка как раз-таки привлечения ресурсов. И нам будут абсолютно интересные кейсы, люди, герои, авторы проектов, лидеры организаций, которые привлекли очень хорошие ресурсы на реализацию замечательных проектов. По бродячих собак мы услышим сегодня, как они решили эту проблему в поселке Айхал Мирнинского района. Мы сегодня узнаем, как Иван Рахклеев, герой нашего времени, борется с лесопожарной обстановкой, как он привлек большие деньги с 9-й попытки на фонд президентских грантов. Это лишь, как говорится, авансом, и мы вас ждем ровно 16:15 на нашей площадке форума. Давайте мы пойдем попьем чай, немного приведем себя в порядок, мысли, и с вами встретимся на нашей последней площадке, крайней площадке форума. Это привлечение ресурсов на реализацию проектов.